24 июня Чувашской Республике исполнилось 100 лет со дня образования Чувашской автономной области. В рамках мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, в республике продолжается активная реставрация и ремонт объектов культуры. Чувашия обладает богатым культурно-историческим наследием. На ее территории насчитывается 769 памятников истории и культуры. 5 старейших поселений включены в список исторических городов и населенных мест России, а именно Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, Мариинский Посад. Бесспорно, город Мариинский Посад славится своими объектами культурного наследия. В их число входят здания музея, детская школа искусств и даже Дом культуры. В 2018 году была проведена реставрация музея как объекта культурного наследия, градостроительства и архитектуры XVIII века. Очень большая работа проведена по цокольному этажу, потому что там ранее находилась и старинная, или старая уже котельная, которая топилась при помощи угля, и полы были почти что земляные, и фундамент уже рушился, поэтому провели укрепление фундамента, сделали новый пристрой, что позволило музею создать фондохранилище и дополнительное помещение или кабинеты главного хранителя и санузлы, которых ранее не было. Также проведена реставрация и внутренних залов музея. Полностью поменяли электричество, приобрели люстры, мобильные стеллажи для фондохранилища. В памятнике регионального значения также расположено здание детской школы искусств Мариинско-Посадского района, построено приблизительно в 1860 году. В том году в рамках программы «Ремонт детских школ искусств» он был частично отреставрирован изнутри, значит, в общей сумме на 10 миллионов 869 тысяч. В рамках столетия Чувашской автономии планируем завершить в этом году реставрацию фасада нашего здания. В 2019 году проводилась реставрация в районном доме культуры и туризма как объекта культурного наследия, памятника архитектуры и градостроительства конца XIX века. В рамках ремонта и реставрации был полностью отреставрирован фасад здания, заменена кровля, проведены внутренние ремонтные работы, в ходе которых полностью заменены половые покрытия в здании, в зале зрительном, и частично заменены половые покрытия на сцене. Установлено сценическое покрытие, способное принимать в том числе и балетные коллективы. На эти работы было предусмотрено 10 миллионов 158 тысяч рублей. Хочется выразить огромную благодарность Министерству культуры Чувашской Республики, которое оказало поддержку и включило нас в эту программу. Мариинский Посад имеет богатую событиями историю и значительное культурное наследие, которые служат основами духовной, культурной и интеллектуальной жизни общества, вносят заметный вклад в формирование и развитие национальной культуры. Себя лично хочу поблагодарить правительство Российской Федерации, правительство нашей республики, Чувашской Республики, за бережное отношение к объектам культурного наследия. Благодаря этому мы можем сохранить нашу историю. А история для нас сегодня очень важна. Только благодаря реставрациям мы смогли сохранить эти наши объекты в том первозданном виде, в котором они были. Среди объектов культурного наследия республики уникальным является Порецкий историко-художественный музейный комплекс, состоящий из народной картины галереи и историко-краеведческого музея. Впервые его двери были открыты в 1967 году. Расположен музей в старинном особняке постройки XIX века, доме купца Городничего. В рамках празднования столетия Чувашской автономии в музее был сделан капитальный ремонт на сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей. Народная картинная галерея расположена в соседнем особняке XIX века, в доме купца Назимова. На его ремонт и реставрацию было выделено 8 миллионов 700 тысяч рублей. В картинной галерее были выполнены следующие работы. Сделана кровля, обновлен фасад здания, отремонтированы стены, потолки, полы, проведено новое отопление, заменено электричество.
В музейном комплексе еще много предстоит сделать. Сейчас приступили к разработке технического задания. Вскоре по нему объявят аукцион на благоустройство прилежащей территории. Почти такое же финансирование получил Народный музей имени Валерьяна Толстого-Атнарского Красночитайского района. Строительные работы начались в прошлом году на сумму более 7 миллионов рублей. В 2020 году на укрепление материально-технической базы здания объекта культурного значения выделено 5 миллионов 416 тысяч рублей. На сегодняшний день договоры на проведение ремонтных работ заключены. Они начнутся в ближайшее время. В этом году Красночитайский район стал победителем конкурса на право проведения мероприятий Дня Республики. Поэтому здесь были проведены работы по благоустройству и ремонту объектов общественной инфраструктуры. В Чувашской республике большое внимание уделяется и доступности граждан культурным учреждениям в селе. За 2017-2019 годы в рамках проекта «Местный дом культуры» в Чувашии отремонтировано 94 сельских дома культуры, модернизирован 71 сельский дом культуры. Общая сумма финансирования составила 121,2 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 107,6 миллионов рублей. Эти средства были направлены и на реставрацию Ярославского дома культуры Маргаушского района, с открытия которого прошло 56 лет. За этот период сельский клуб ни разу не ремонтировали. В преддверии столетия чувашской автономии внимание уделили и этому очагу культуры. На капремонт выделили более 10 миллионов рублей. На эти деньги мы смогли отремонтировать фасад, крышу и ремонт внутренних помещений. Наш дом культуры преобразился. Одной из целей проекта «Местный дом культуры» является создание современных условий для организации досуга сельской молодежи. В результате реализации данной цели был сделан капитальный ремонт районного дома культуры Вурнарского района. Было выделено более 7 миллионов рублей и проходил он в 2 этапа. В 2018 году сделали снаружи капремонт. РДК был обшит керамогранитными плитами. Брусчатку положили около РДК. Сделали отмостку, сделали водостоки, пожарную лестницу отремонтировали, чтобы в зале не было холодно, а летом не жарко, сплит-систему поставили. При входе повесили кованые подвески для цветов, сделанные по индивидуальному заказу. Поставили интересные скамейки и урны. Второй этап ремонтных работ завершили в 2019 году, по которому были сделаны внутренние отделочные работы. Поменяли мебель и некоторую технику. Сделали новый хореографический кабинет. Новый зал, красивая сцена, уютная костюмерная и даже конференц-зал. Всем этим теперь владеет Вурнарский дом культуры. Артистам остается лишь работать в удовольствие. Без внимания не оставили и Яльчикский районный дом культуры. Наш районный дом культуры в этом году ремонтируется на 20 миллионов. Это 10 772 миллиона федеральные деньги, нацпроект. Потом еще по нацпроекту уже 4 миллиона на монтированное оборудование деньги уходят. И по столетию на 6 миллионов. Это внутренние отделки. В Яльчикском районе строительные работы также проходили в Иш-Суринском сельском доме культуры, в котором до этого делали лишь косметический ремонт. Вслед за соседним районом реставрационные работы начались и в деревне Старая Котяково Батаревского района. После проведения аукциона им выделили 4 миллиона 500 тысяч рублей, из которых 370 тысяч уйдут на покупку мебели, аппаратуры и на пошив новых костюмов. В рамках проекта «Местный дом культуры» в Чувашии из республиканского бюджета было выделено 638 тысяч рублей на капитальный ремонт Шоршелского дома культуры, который построили в 1964 году. Были выполнены такие работы. Сделали небольшой ремонт в зрительном зале, в дискотечном зале, сделали туалеты для посетителей. И, конечно же, у нас была проблематична это фасад клуба. На сегодняшний день реставрационные работы еще продолжаются. По заверению руководителей района, они успеют завершить их к назначенной дате. К муниципальным образованиям, в которых завершили строительные работы, относится и Комсомольский район. Например, новый Замбаевский клуб отреставрировали на 3 миллиона 800 тысяч рублей. На эти средства поменяли окна, двери, крышу. На 600 тысяч закупили аппаратуру и сшили концертные костюмы. Кроме этого, в Комсомольском районе была отремонтирована библиотека на сумму 1 миллиона 900 тысяч рублей. Поддержку также получила детская библиотека Мариинско-Посадского района. Столетие празднования Чувашии мы празднуем своим праздником. У нас в нашей библиотеке происходит ремонт, который мы ждали 20 лет. У нас, конечно, еще не все готово, но крыша уже новая. Окна новые, в библиотеке у нас меняются полы, у нас красятся стены. Надеемся, что будет
красивое открытие. Ремонт и реставрация культурно-досуговых учреждений проходит и в столице Чувашии. В Чувашской государственной филармонии строительные работы ведутся с 2017 года. И сегодня на каждом этаже трудятся рабочие. В обновляющемся здании установили лифт. Теперь мероприятия филармонии смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом году, я думаю, к сентябрю на 149 миллионов сделают работы. Дополнительно еще на 60 миллионов купим свето, звукооборудование. Вот эти работы, я думаю, к сентябрю будут закончены. Потом останутся работы по сцене. Также будет возможность, это очень хорошо для проведения концертов, гостевая стоянка будет на 100 автомобилей. Отсутствие парковочных мест всегда доставляло неудобства гостям и зрителям филармоний. С решением этой проблемы артисты надеются на повышение посещаемости мероприятий сельскими жителями. Одним из наиболее посещаемых мест Чувашии является театр юного зрителя имени Сеспеля, который готов встречать своих зрителей полностью в обновленном здании. Сейчас наш театр, он благоустроен. Внутри все кабинеты, все помещения отремонтированы. И мы в 2020 году на деньги, выделенные на юбилейные даты, отремонтировали полностью, благоустроили нашу территорию. Заменили старое асфальтовое покрытие вокруг здания. Перед центральным входом выложили брусчатку с чувашским орнаментом. Установили освещение. В скором времени здесь поставят новые скамейки и откроют светодиодный фонтан. Сейчас ремонтные работы продолжаются во дворе. Но к их завершению у театра уже имеются новые планы. Со временем здесь хотят построить пристрой для хранения реквизитов и декораций. После завершения режима самоизоляции распахнет свои двери и отреставрированный музей Чапаева. За 46 лет работы такого крупного капитального ремонта музей не видел, ведь было выделено 13 миллионов рублей. На выделенные средства мы, конечно же, полностью обновили коммуникации. Это электроснабжение, это тепло. Кроме этого, полностью заменена крыша, окна. У нас обновлена облицовка стен, что снаружи, что внутри. И работая над ремонтом, мы себе ставили цель, чтобы максимально сохранить облик этого музея. Поэтому, заменяя паркет, здесь старались сохранить первоначальные рисунки, которые были сделаны в советское время, чтобы музей оставался памятником того, существовавшего ранее музея. В течение 2 лет была произведена полная реставрация дома Чапаева. Сени полностью сохранены. У нас здесь печка ранее стояла на бревнах, просто без фундамента. И в связи с этим у нас пол немножко прогнулся, поэтому мы сейчас его поставили на фундамент. Без внимания не остались и прилегающие к музею территории. Для удобства посетителей перед домом Василия Ивановича расширили тротуары и положили брусчатку. На сегодняшний день в Чувашии требуется реставрация еще более 90 объектов культуры. На это предварительно необходимо 1,8 миллиардов рублей. В Минкультуры рассчитывают, что к 2024 году данные объекты культуры будут отреставрированы. Приоритетным направлением также остается строительство домов культуры. За 2016-2019 годы построено 18 сельских клубов. В 2020 году планируется строительство еще 7.